Чего вы ожидаете от встречи 15 августа на Аляске между Трампом и Путиным? И как-то странно получается, что официального подтверждения присутствия Зеленского нет, но при этом стороны будут обсуждать Украину. Это как? Дело в том, что вот, учитывая наш опыт ведения переговоров, войны с Россией, у меня есть определенное понимание того, чего Путин добивается и чего он хочет. И, к большому сожалению, мое сугубо личное мнение по поводу вот предстоящей этой встречи Трампа и Путина, если оно состоится, это еще, я думаю, что это под вопросом, если она даже состоится, это означает, что Путин очередной раз переиграл Трампа. Вот при всем том, что Трамп не любит, чтобы его водили на нос, или он пытается добиться результатов, но в данном случае, вот эти последние полгода, Путин переигрывает Трампа по всем направлениям. Путину эта встреча нужна только для того, чтобы затянуть время. Никаких достижений эта встреча не даст, кроме того, что они поздороваются, поговорят, пообщаются, и, может быть, очередной раз Путин попытается убедить Трампа по теории Мединского, что те территории, которые они сегодня оккупировали, они являются исконно русскими территориями. И что, ну вот, обычная их болтовня по поводу оправдания своих агрессивных действий по отношению к Украине. Вот это произойдет. А встреча Зеленского с Путиным при посредничестве, без посредничества Трампа или кого-то не было, по моему глубокому убеждению, этой встречи не будет. Дело в том, что если такая встреча будет, им нужно будет говорить о фактах, а не о мифах. Зеленский будет излагать факты, а Мединский с Путиным живут в мифах, и они навязывают эти мифы. Во время переговоров нужно говорить и рассуждать, в чем проблема, найти корень и решить эту проблему. А тут нечего решать, нужно останавливать. Путин должен остановить войну, признать агрессию, вывести войска. На это он не может пойти, вот при сложившейся сегодняшней ситуации. И поэтому, мне кажется, опять-таки я сужу по нашему примеру. Русские не могут проводить конструктивный диалог, опираясь на факты. Они могут излагать свою позицию, извращенную, мифическую, не соответствующую реалиям. Почему Ельцин категорически отказался и отказывался встречаться с Джохаром Дудаевым? Потому что ему не о чем было с ним говорить. Ему оказалось легче физически ликвидировать Джохара Дудаева, чем сесть за стол переговоров. Юрий, я конечно, понимаю, о чем сейчас мы говорим, и Украина, и высшее руководство Украины должны вот это понимать. Почему Путин не разговаривал с Асланом Масхадовым? Именно только потому, что был подписан договор о мире, который нарушил Путин, денонсировал в одностороннем порядке. И говорить на переговорах при посредниках или без посредников Путину не о чем было с Масхадовым. И они точно так же решили затянуть войну на 5 лет, на 10-20 лет, ликвидировать Аслана Масхадова, чтобы с ним не разговаривать. Ничем ситуация в Украине не отличается. А тем более сегодня, в отличие от Джохара Дудаева и от Аслана Масхадова, Владимир Зеленский – это всемирно признанный национальный лидер Украины. И последняя встреча, по-моему, это была и первая, и мне кажется, она так и войдет в историю, как первая и последняя встреча. Это в Париже, когда
Зеленский и Путин встречались при посредниках. Меркель, Макрон, они всецело занимали сторону в этот период, всецело занимали сторону Путина. И они пытались навязать Украине, Зеленскому, план Штайнмайера, который был подготовлен, и речь шла об отказе и Крыма, и двух оккупированных территорий Донецкой и Луганской области. И тогда Путин приехал на эту встречу, будучи уверенным в том, что им удастся склонить Зеленского на отказ этих территорий. Вот этого не произошло, вот это Путин не прощает Зеленскому, и вот с этим он будет жить до конца своих дней. Поэтому я не думаю, что когда-либо состоится встреча президента Зеленского и Путина. И это не удастся. А без прямого диалога между сторонами, воюющими сторонами, Трамп ничего не добьется. Трамп будет затягивать и будет все время оправдываться и говорить, что это не его война, а война Байдена. Ну вот теперь уже очень давно, если исчислять по срокам, уже больше полугода это трамповская война, которая занимает, по всей вероятности, то, что мы наблюдаем, занимает сторону Путина. Хотя изредка он говорит о том, что он разочарован и что тяжело это дается. Но это не меняет сути. Каждый день гибнут люди, каждый день продолжается война бесчеловечными методами, которые использует Путин против гражданского населения. К большому сожалению, эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока мир окончательно, все это поняли, пока и Трамп не поймет, что только силовое решение возможно для достижения мира между Украиной и Россией. Вы знаете, вчера, позавчера авторитетные американские, европейские СМИ писали о различных сценариях. Что они предусматривают? Вот, например, издание Wall Street Journal или издание Bloomberg пишет о том, что Путин якобы согласен на прекращение огня, если Украина полностью выйдет из Донбасса. При этом непонятно, что сделает в ответ Россия. Выйдет из Сумской и Харьковской области, полностью покинет Херсонскую и Запорожскую области. Ничего при этом не понятно. Вот месседж такой. Сегодня издание Bild пишет о том, что все не так понял Витков, который был у Путина. Потому что Витков подумал, что Украина должна выйти из Донбасса, а Путин выйдет полностью из Херсонской и Запорожской областей. А на самом деле Путин ему сказал, что эта Украина должна выйти как из Донбасса, так и из Херсонской и Запорожской областей. И вот это сегодня шумиха, простите, да, информационная, она несется буквально, то есть ничего не понятно. Что происходит на самом деле? Можете объяснить? Абсолютно объяснимо. Путин ни на йоту не отступил от своего меморандума, который он выдвинул, ни на йоту. Трампу необходим был вот этот разрядить обстановку в связи с заявлением первой леди, которая наблюдает за тем, после прекрасных разговоров Дональда Трампа и Владимира, убивает украинцев. А сегодня нужно обратить на одну вещь внимание. Сегодня, я думаю, единственное, чего могут добиться во время вот этой встречи, хотя бы на какое-то время, чтобы сказать, вот результат, что эта встреча была не абсолютно безрезультативной и ничего не значащей, могут заговорить о перемирии в воздухе. Вот чтобы не омрачать виды, взгляды, эмоции Мелани, чтобы Путин не будет бомбить Киев и другие мирные города. Вот заключаем воздушное перемирие. Если даже оно будет озвучено, оно не будет соблюдено несколько суток даже. Я абсолютно в этом уверен. А относительно вот территориальных уступок, о которых пишут Bloomberg, Washington Post и другие издания, мне кажется, это взято просто с потолка. Они излагают свои измышления, да? Кто понял, не понял. Это же не детский сад.
Витков неправильно понял или Путин не то сказал, а процесс-то идет, Витков с Путиным закончили. Раз они начинают говорить о встрече Трампа и Путина, то, естественно, и Трамп знает, и Путин знает, с чем они едут на эти переговоры. Поэтому это, мне кажется, чисто журналистское измышление. Никакого перемирия, ни на какое перемирие Путин просто не может пойти и не пойдет, к большому сожалению. А вот, возможно, вот вариант воздушного перемирия, чтобы хоть каким-то образом объяснить вот эту встречу, чтобы Трамп мог сказать, вот я добился, больше не будут бомбить города с гражданским населением. Но это может продлиться до того момента, пока они разъедутся. А может даже и это время не займет. И это время будет, и даже на это время не будет соблюдено это перемирие. Как вы думаете, господин Закаев, а может ли быть сценарий, при котором Дональд Трамп будет оказывать максимальное, тотальное давление на Киев, на Зеленского, с тем, чтобы тот принял условия Путина? Вот на этой встрече, после этой встречи, насколько это возможно, как вы считаете? Потому что есть... Вот сегодня президент утром что написал? Он говорит, мы не отдадим свои территории, мы ниоткуда не выйдем. Конституция запрещает. Ну, это о чем речь? И создается впечатление, что есть некий договорняк между американцами и русскими. Я могу ошибаться, но так, по крайней мере, выглядит. Что думаете? Это был бы вполне реальный сценарий, о чем ты говоришь, Юрий. Это абсолютно возможно. Это в духе Трампа, чтобы надавить и решить как бы свою проблему. Но при сегодняшних политических реалиях это невозможно. Дело в том, что Украина и Зеленский не одиноки в противостоянии с Россией. За Зеленским стоит Европейский Союз и лидеры этих стран, которые четко для себя осознают и понимают, что поражение или капитуляция Украины в этой войне, это очень серьезно отразится на безопасности этого континента, стратегической безопасности этого континента. Они еще не готовы к тому, чтобы противостоять против России, которая будет усилена 4 или 5 украинскими регионами. Вы можете себе это представить? Какой это был бы подарок для Путина и для русистов? И как бы они через несколько, 5-10 лет подготовились бы и пошли бы дальше отвоевывать исконно российские территории на всем бывшем постсоветском пространстве. Поэтому ни для евразийского континента населения и ни для европейцев неприемлем вариант капитуляции Украины. И поэтому, как бы Трамп не требовал, и, конечно, он не может сегодня Украину, он мог бы вынудить угрозами и всем, чем возможно. Но на сегодняшний день он не может таким же образом оказать давление на весь Европейский Союз и на всех союзников Украины, которые сегодня поддерживают их в праведной войне. Почему при этом, на ваш взгляд, уважаемый господин Закаев, все забыли о гарантиях безопасности для Украины? То есть обсуждают некую эфемерную сделку, обсуждают прекращение огня, обсуждают какой-то там выход откуда-то или там заход куда-то, но при этом никто не говорит, как ранее, о гарантиях безопасности. Давайте на мгновение предположим, что удалось достичь соглашения. Но какие гарантии безопасности для нас, для Украины? Ноль. Никаких гарантий нет и быть не может. Если Россия сохраняется вот в том виде и в том качестве, которое она существует, ноль гарантий. Такие гарантии уже очень сильные государства в мире давали в 1994 году, когда Россия, Украина отказывалась от ядерного арсенала. И тогда были даны гарантии и Соединенными Штатами Америки, и этой же самой России, что территориальная целостность Украины будет сохранена, и они в случае необходимости станут на защиту. Сегодня просто миру и украинцам нужно напоминать всему миру, и в частности Америке, американскому населению, что именно главную роль в этой скрипке, когда вынуждали и выкручивали Украине руки, чтобы вынудить их отказаться от своего ядерного потенциала, была задействована именно Америка. И сегодня Америка несет главную ответственность за то, что происходит сегодня
А просто валить на Байдена, это не моя война, это Байденов, не получится. Это война Соединенных Штатов Америки, которые они дали возможность Путину и России сделать то, что они делают сегодня в Украине. И бессовестным, наглым образом заявлять о том, что, вы вспомните Навалами, когда он говорил, Лукашенко сказал о захвате территории, а он сказал вернуть свои территории. Вот это подход Путина. А вернуть он хочет не только Херсонскую, Запорожскую область, вернуть он хочет всю Украину. Он об этом неоднократно заявлял, и он не отказывается. И российское быдло население от этого не отказывается. И то, что делает сегодня Трамп, заигрывая с Путиным и с преступниками, которые развязали эту войну, он только поощряет их действия, их мобилизует, их воодушевляет для продолжения войны. Вот эта ответственность на самом деле лежит именно персонально на Трампе. А позиция Соединенных Штатов Америки, не мытьем, так катанием, я уверен в том, что они в конечном итоге доведут ситуацию, когда Россия будет вынуждена признать и поражение, но это не произойдет само по себе. Для этого необходимо будет вооружать Украину, поддерживать Украину и поддерживать именно для достижения справедливого мира, а не для того, чтобы просто заключить какое-то перемирие, чтобы Трамп стал лауреатом Нобелевской премии мира. Это не работает в данном случае. Вот все его конфликты, все войны, о которых он говорит, что он завершил и что все... Он все больше и больше приближается к этому своей заветной мечте стать лауреатом Нобелевской премии. Путин ему не позволит это сделать, потому что на фоне всех тех событий и его побед по достижению мира в других регионах, по сравнению с Украиной, это не идет ни в какое сравнение, где гибнут каждый день сотни, десятки, тысячи людей. И гражданского населения, и военных. И поэтому, мне кажется, то, что сегодня Россия или Трамп, говоря о необходимости достижения мира, они сбрасывают со счетов интересы Украины, которые должны были гарантировать безопасность. Об этом не говорится, потому что никто не собирается гарантировать никакую безопасность для Украины. По поводу противостояний в других регионах. Вот как раз вчера, как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве США и Трампа в частности подписали декларацию об отказе от военного противостояния. О чем говорит эта новость? Эта новость говорит о геополитических потерях и поражениях России. Именно война в Украине способствовала тому, что сегодня Соединенные Штаты Америки будут контролировать Зангезурский коридор, который очень важен не только для Азербайджана, Армении и Турции, но и для очень многих стран, которые будут воспользоваться. И самое главное, 99 лет этот коридор будет находиться под абсолютным контролем Соединенных Штатов Америки. Пусть они это оформляют как бизнес-проект, но мы знаем, что там, где есть бизнес-интерес, там за этим бизнес-интересом стоят Соединенные Штаты Америки. Вот чего они и добились. И поэтому, конечно же, на фоне вот этих всех поражений, которые из-за войны в Украине несет Россия, Путин не может остановить войну, потому что вот те, которые за ним стоят, и эта система, которая поручила Путину возглавить вот эти агрессивные действия, которые были заложены еще в 90-е годы, еще в бытность СССР, ему не дадут ни завершить эту кампанию, ни закончить эту войну. Эта война может быть закончена только военным поражением России. А насколько сегодня мир и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз готовы к тому, чтобы Украина добилась в этой войне именно военного превосходства, мы еще наблюдаем. Мы знаем, что еще пока не готовы. Европейский Союз делает огромную работу, они выделили огромные средства, они каждый день
направляют вооружение в Украину, поддерживают Украину. Но это вот недостаточно, чтобы пока сломать хребет вот этому монстру. На это нужно время. И вот это время, этим временем воспользуется сегодня и Европейский Союз, этим временем и ситуацией в Украине воспользовался Азербайджан и Армения, которые сбросили российское ярмо, с которым находилось несколько столетий именно под российским игом. Вот эти регионы освободились. Это очень серьезный показатель. И, конечно же, из всех достижений, о которых говорит Трамп, вот его бытность президентом Соединенных Штатов Америки, я считаю, вот это вчерашнее и сегодняшнее событие, это самое главное. Это то, что заслуживает внимания и одобрения. И, конечно же, то, что второе важное событие. Первое, это то, что Европейский Союз стал субъектом, международным субъектом, который принимает и участвует вот в этих международных делах. И сегодня Армения и Азербайджан, которые продекларировали в любом случае мир. Я уверен в том, что это в интересах и азербайджанцев, и Армении. Эта схема будет работать. И за это можно сказать спасибо Соединенным Штатам Америки. Путин полностью потерял, вернее как, Путин полностью потерял влияние на Южном Кавказе. И как вы считаете, насколько вероятно, что в какой-то перспективе Россия может потерять влияние в других точках постсоветского пространства? Мне кажется, она уже очень во многих точках потеряла это влияние. Сейчас, мне кажется, Кавказ, хотя большевики и русисты его разделили на Южный Кавказ, на Северный Кавказ. Кавказ – это единый организм. Я как-то говорил с вашими коллегами, я подчеркивал, именно освобождение сегодня так называемого Южного Кавказа – это перспектива освобождения всего Кавказа, который является очень стратегически важным регионом не только для России, и для Европейского Союза, и для Турции, и для Соединенных Штатов Америки. Если Кавказ освобождается от влияния России, это абсолютно новая политическая и геополитическая реальность, которая складывается в мире. Это абсолютно новый рынок, это абсолютно новые политические реалии для того, чтобы стать гарантом безопасности для Украины. Вот Кавказ как буферная зона между остатками Российской империи и Украины, вот это регион и может быть гарантом безопасности. Он может являться буфером между Украиной и Россией. И поэтому, мне кажется, сама Украина должна быть заинтересована в том, чтобы Кавказ полностью вышел из-под влияния. А другие регионы, Казахстан и Азия, и другие среднеазиатские республики, они так или иначе они выйдут из-под влияния, потому что Китай давно положил глаз на этот регион, и вы обратили внимание, Путин не особо там может даже декларировать относительно суверенитета этих регионов. Такая давно себя ведет очень свободно и независимо от российской идеологии, хотя он придерживается каких-то этических норм сосуществования или содружества. И это делается только с подачи Китая. Именно Китай настаивает на том, чтобы именно Казахстан вел себя таким образом. Таким образом, чтобы Россию открыто не раздражать и не унижать. А так в целом Путин из-за войны в Украине очень многое потерял, и еще это не вечер, и очень многое потеряет. Ахмед Халидович, как вам новость турецких СМИ о том, что террорист Кадыров едва не утонул где-то там на юго-западе в Турции? Юрий, я, честно говоря, не хочу комментировать это, но он на самом деле он болен, и я не знаю, зачем им это нужно было. Показать, что он в Турции, или была какая-то утечка информации, что он лежит в госпитале, или что-то, какие-то проблемы, и они дали. Понятно же, что он нигде не тонул. Он не мог утонуть в бассейне, он не мог утонуть нигде-либо, потому что он один нигде не может находиться и нигде не появляется один с тем, чтобы он мог утонуть.